Владимир Тимин, затерявшийся в парме БТР. Повесть. Слово Пама к своему народу. Отрывок. Подходил осторожно. Никакого огонька в окне не было видно. Только в уголочке играл луч угасавшей зари. Потом и он пропал. Но темно не было. Серафим постучал в дверь. Постоял в ожидании ответа. Никто не откликнулся и не вышел. Второй раз постучал. Тишина. Открыл скрипучую дверь, сбитую из толстых досок. Она отворилась как бы нехотя. Никого. В самой избушке, конечно, темнее, чем за ее стенами. Огляделся. Стол, лавка, в углу небольшая печь с низкой лежанкой. Чуть в стороне от печки залавка. Пожалуй, и все. Но это не рядовая лесная избушка. Только от дождя и мороза в ней прятаться. Тут и жить можно. На столе что-то негромко стукнуло. В ответ раздался точно такой же стук. Серафим сделал шага два к столу и обомлел. На столе была установлена шахматная доска. На ней шашки играли сами с собой. Чудеса. Серафим какое-то время постоял, посмотрел на эту игру без людей. Он не знал, садиться за стол или уйти. А игра продолжалась. Он уже повернулся к выходу, когда бесшумно открылась дверь во внутреннюю комнату, и в ней блеснул маленький огонек. В эту комнату Серафим сразу не заметил. Оттуда вышел седой, длинноволосый, длиннобородый дед. В руке он держал свечку, ладонью прикрывал слабый язычок огонька. Подсвечник был чугунный, но довольно тонкой работы. На шахматной доске еще пару раз постучали, и игра прекратилась сама с собой. «Бурлун, здравствуй, путник! Издалека пришел, вижу», — миролюбиво заговорил дед. «Давно тебя жду». Он обратился к Серафиму на коми языке. «Бурлун, не знаю, как вас величать», — ответил Серафим, тоже на коми. «Имя мое длинное», — доверительно улыбнулся дед. «А если коротко, я потомок рода князя Пама из перецких земель. Атлым чуд ареп ладей. Зови проще, дед ладей, и этого будет достаточно. Садись, я знаю, что устал».